Дорогие друзья, наша неделя глава – это глава Пинхас. Тоже в этой неделе, это тоже день рождения предыдущей Лубавичский Ребе, и тоже день его освобождения из тюрьмы. И тоже, к сожалению, сегодняшний день это есть серьезная ситуация в Израиле. Ребе нас изучил, что надо жить, быть современным. Что такое быть современным? Это жить с неделю глава. Поэтому я буду стараться соединять это три вещи. Неделю глава, предыдущий Лубавичский Ребе, Йосеф Ицхак Шнейрсон, и ситуация, которая происходит сейчас в земле Израиля. Как вы знаете, в прошлом неделю глава мы говорил про историю Билам, который хотел проклять еврейский народ. Но, конечно, слава Богу, это не получилось. И наоборот получилось, он благословил еврейский народ. И вот вдруг Балам говорил и спросил Билам на другую идею, что я могу делать? Как я могу уничтожить или делать больно, делать проблемы для евреев? Ответ Билам и совет Билам был, что если Бог не будет счастья с еврейским народом, значит, если еврейский народ будет делать грех, и так Бог не будет счастья, тогда Бог будет им наказывать. Поэтому Билам взял все, и народ Моав послал их жены, их дочерей, чтобы идти на еврейский народ, чтобы евреи будут с ними делать грех. Не только это, что они делают грех, но они носили идолам. И перед что еврей сделал с ними грех, они сделали, что этот еврей поклонял это идолам. И, к сожалению, этот план работал. И много людей, и много евреев за это начинал умирать. И в это время, когда люди умирают, людей продолжал это делать. Не только это, они пришли к Моше и сказал Моше: ты сам это делал, ты сам женилась на нееврейка, дочь Исро. Конечно, Моше, когда он женился с дочерью Исро, это был совсем другой, потому что дочь Исро сделал гиюр, и вся семья Исро делала гиюр и стал еврей. Но это женщина из Моав, конечно, это не делал, тем более они носили идолам. В это время был один еврей, не только еврей, он был лидер колена Шимон. И он пришел к Моше и сказал, что меня это могу делать, это не проблема. И он пошел в его
место, где он жил, и там начинал делать грех. Пришел Пинхас к Моше и говорил, что такой человек надо убивать. И они, все мудрецы, сказали, если ты сказал, ты сам делал, он пришел и убил Зимри, эта женщина, которая был с ним, это был Козби, убили их вдвоем вместе, и там была целая история, чудеса, которые случились. Мы видим в этой истории, что Пинхас, мы знаем, что он и был известный человек, никто ему не знал. Даже он не был Коэн до этой истории. Но он видел проблем. И когда он видел проблему, он сказал, что-то надо делать. И он не ждал для главных, для больших людей, но он сам решил отвечать на этот вопрос. И сразу, когда он их вдвоем убили, еврейский народ остановился умирать. Может быть, людей, которые можешь говорить, ты знаешь, этот Пинхас, это человек, который без чувства. Как человек может убивать? Поэтому говорит Тора, что кто был Пинхас? Пинхас это был внук Аарон. Аарон был человек, который любил все народ. Значит, что он был настоящий человек, мировой человек, человек, который любил мир. И говорит Тора, что он был внук Аарон, что показывает, что это характер, что есть у Аарон, есть у Пинхас. И как мы видим, еврей остановился умирать за то, что он делал, это покажет, что он делал добро. Как и даже он делал добро, он делал это даже когда и было для ему опасно в его жизни. Мы видим это тоже, это характер еврейская школа, открывает синагога, открывает миква и так далее. Мы видим, что предыдущий ребе стоял и отдал его жизнь. И поэтому они ему арестовали и хотел тоже убивать ему. Но потому что было много евреев из всех народов мира, из всех стран, и они говорили, было много людей из много стран в мире, которые кричали и говорили, что надо освободить предыдущий ребе. Они меняли ее место в тюрьма, чтобы пойти не в тюрьма, который был в Петербург, но они ему послали в Кострома.
но в день его рождения, день рождения его, в 12 Тамуз, они ему освободил. Мы видим, как Пинхас и Раяц, предыдущий Лубавичский Ребе, стоял и не ждал, что все будут согласны с ними. Они знали, что правильно надо делать, даже если это было опасно. Они пошли дальше и это сделали. Мы знаем, как мы говорили, что все, что на неделю глава, надо жить, надо взять урок для сегодняшний день. Один из уроков, что мы можем взять, это, если видно, что что-то должно быть сделано, и никто это не делает, надо знать, что это значит, что ты должен это делать. Если я знаю, что есть вещь в мире, есть проблема, и никто не занимается этой проблемой, значит, я должен заниматься с этой проблемой. Неважно, кто главный. Второй. Не надо ждать, что все будут согласны с тобой. Если ты знаешь, что это нужно делать, тогда мы делаем. Иногда есть время в мире и в нашей жизни, что иногда видно, что, может быть, все будут говорить, ты плохой, как ты можешь умирать, убивать этот человек. Но иногда мы покажем наоборот. Иногда Пинхас, который убил этот Козби, Зимри и Козби, говорит Тора, что это был самый добрый вещь, что может делать, и поэтому много людей не умирали. В сегодняшний день мы должны знать тоже, что да, мы не хотим никогда убивать, мы не хотим, что никто не будет умирать. Но иногда не убивает, и что людей не умирает, иногда это не самая добрая вещь, потому что от этого другие люди и хорошие люди умирают. Дай Бог, что никто не будет нужен умирать, что нам не будет нужна война, что будет настоящий мир в этом мире. И что было время прихода Машиах, когда все народы в мире будут знать, что земля Израиль – это наша земля, и будут видеть, как Бог охраняет свой народ. И как Ребе сказал, один из важных вещей, что мы можем делать, чтобы защищать земля Израиль, это одевать еврейское оружие. Еврейское оружие – это чтобы мы будем одевать тфилин. Когда мы одеваем тфилин, написано, что все народы мира будут бояться тебя, потому что они видят, что имя Бога написано у тебя. Зажигай свечи шаббат, одевайте мезуза в ваши двери и делать еще заповеди. И каждый мицва, что мы делаем, защищает нас и защищает наши братья в Эрец Исраэль, в земле Израиль. Шаббат шалом. И не забывайте, приходите в синагогу. Мы там тебя ждем. Шаббат шалом.